Здравствуйте, все мои дорогие ученики. Здравствуйте, родители. Я очень по вам всем скучаю, на самом деле. В последнее время много просматриваю наши фото, видео с концертов. И вот понимаю, что на самом деле вот этого творческого процесса его очень не хватает. Всем привет еще раз, всем присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему прямому эфиру. Будем с вами немного заниматься, немного развиваться и делать все, что мы любим, но в условиях вот таких вот, с помощью камер, современных технологий. Вот. Возможно, это новая такая вот форма будет у нас работы, и она будет иметь место. Вот. Пишите комментарии, что бы вы хотели сегодня на нашем уроке сделать. Может быть, о чем-то я забыла, что хотелось бы спеть, возможно, какие-то песни. Я сбросила несколько текстов. Эти песни мы постараемся сегодня повторить. Вот. И давайте начнем, как обычно, с... Да, нашим подписчикам, сообщается. Присоединяйтесь к нам еще. Начнем, как обычно, с дыхательной гимнастики. Вот. Давайте откроем широко рот и сделаем зевок. При этом наш рот, он приобретает вот такую форму, и язык лежит внизу на нижнем небе. Язычок вверх. Шевелим. Закончили. С вновь присоединившимся отправляю знак помахать. Да, и так, зевочек, да. Следующее упражнение. Мы покусаем кончик нашего язычка. Одну щечку, но не сильно. Другую. Отлично. Следующее упражнение тоже на наши артикуляционные мышцы. Чтобы помочь нам при дальнейшем исполнении песен, мы называем его «почистить зубы». Давайте с вами почистим вместе зубы. Проведем язычком по верхним зубам, как я. Внутри верхних зубов. По нижним зубам. Внутри нижних. Отлично. Машем. Я так понимаю, Милана присоединилась к нам. Так, отлично. Зубки мы почистили с вами. Уже наш рот становится более теплым, более готовым к занятиям пением. Но это еще не все. Следующее упражнение – это поцелуйчик, как мы его называем. Уголки губ у нас расширяются в улыбке. Очень-очень сильно, прям могут заболеть чуть-чуть. И потом изображают поцелуй, но без чмокания. Просто губы приготавливаются к тому, чтобы кого-то поцеловать. А теперь очень активно и очень быстро. Так, Лена присоединилась к нам. Машу, виртуально машу. Поцелуйчик, присоединяемся. Хорошо. Ну, смотрите, в принципе, у меня, как я вижу, неполадок со связью никаких нету. У меня все идет стабильно, четко, поэтому пытайтесь подключиться, пытайтесь войти. Я здесь, и я вас жду.
Так, видимо, Аня присоединилась. Машу виртуально и не только. Вот, хорошо. И еще одно упражнение, которое также разминает наш артикуляционный аппарат. Оно называется колокольчик. Язычком ударяем по щекам, как язычок колокольчика. Отлично, закончили. Ну что, стал ли ваш рот более теплым? Мой стал. Он немного разминается, потому что не так много я говорила с утра. Поэтому разминаю вместе с вами. Хорошо. Следующее упражнение. Мы подышим быстро, как собачки. Это еще упражнение поможет нам так бы очистить наши легкие от всяких всевозможных вирусов. Поэтому делаем активно и желательно на расстоянии друг от друга. Итак, поехали. Дышим быстро, как собачки. Хорошо. Если вы правильно делали это упражнение, то на горле у вас будет легкий холодок. И еще одно артикуляционное упражнение. Оно называется «Пожуем жвачку». Призываю вас писать в комментариях, какой будет вкус сегодня у вас. У меня это, наверное, будет все-таки мята, вишня и корица. Берем этого вкуса по 10 штучек, кладем в ротик и жуем. Это упражнение не шутка, оно разминает наши с вами губы, зубы, видимые части голосового аппарата и при этом избавляет от ненужных никому морщин. Отлично, арбуз, класс. А кошка пускай тоже делает. Тут комментарии. Хорошо, выплюнули и выбросили. Хорошо, еще одно упражнение. Вот я сижу на стуле, вы можете сидеть тоже на стуле, либо, если вам хочется поразмяться, вы можете прислониться к стенке. Но главное, чтобы наша спина была абсолютно ровная. И сейчас мы будем дышать. Вспоминаем нашу вот здесь подвижную эластичную полосочку, которая называется диафрагма. Сейчас она у нас будет активно работать. Как мы это с вами будем проверять? Ну, как обычно, да? Мы прислоним нашу спину вот к этой плоскости, положим ручку на живот и попробуем вдохнуть так, чтобы плечи, голова, подбородок, шея ничего не двигалась, а расширялась только наша диафрагма, наш живот. Попробуем. Хорошо, а сейчас резкий вдох-выдох. Работает наша диафрагма. Хорошо, и сейчас поработаем в ритме. Хорошо. Если у вас закружилась голова, помассируем наши височки. Вот здесь эти точки у нас. Всем вновь присоединившимся машу виртуально. Машу виртуально. А мы с вами массируем наши височки. А вот что я должна сделать, если мне посылают запрос?
или ничего не должна сделать. Напишите в комментариях, если я должна что-то нажать. Но вроде бы все меня видят, все в сети, у нас нет никакого закрытого доступа. Доступ открыт для всех, поэтому присоединяйтесь. Вместе будет веселее, вместе будет бодрее. Ярик, привет! Ярик был героем, на самом деле, на этой неделе. Он пришел даже на занятия. Но, к сожалению, нас было очень мало. Мы спасались как могли. Вот. И также спасибо Лёше, который также ходил всю неделю на занятия. Ну, так уж сложились обстоятельства, что ему пришлось быть в школе. И вот так вместе мы занимались, коротали время. Ну, не без пользы, мы много общались и даже взяли некоторые сольные песни. Так что сейчас есть возможность у каждого из вас выбрать какую-то песню для души, обратиться ко мне, и мы эту песню с вами выучим. Если даст Бог, мы встретимся все в конце года на большом празднике. Я надеюсь, что все... Я очень надеюсь, что все будет хорошо, и этот праздник мы с вами обязательно устроим. Давайте немного помечтаем, вот, и... Вот, может быть, некоторые из наших учащихся не побоятся раскрыть себя и выступить с сольной песней, поэтому призываю всех. Сейчас такое время, что у всех времени достаточно подумать об этом, поэтому подумайте, какую песню, может быть, вы хотели бы исполнить для нашего коллектива, для своих друзей в кругу, которых мы занимаемся, и я вам в этом помогу. Поэтому в комментарии или мне в личные сообщения вы можете писать об этих песнях, мы с вами их обязательно выучим. Желательно, чтобы они были на белорусской мове, но можно и другие, это не запрещается. Хорошо, мы с вами немного подышали, немного размяли наш артикуляционный аппарат, вот. А сейчас мы с вами сделаем упражнение, которое у нас называется доборы. Также будет активно работать наша с вами диафрагма. Опять же, мы сядем на... Главное, чтобы вы не развалившись на диване сейчас были, а ваша спина была ровной. И положим ручку на животик. И, можете ручку на животик не класть, те, кто уже умеет это делать, но для контроля можно ее держать здесь. И будем качать воздух также с помощью нашей диафрагмы. При этом щеки, они тоже от воздуха у нас колеблются, и это напоминает такого хомячка. Теперь мы весь воздух должны выдохнуть. Сделаем вдох резкий, как испуг. И возьмем в руки очень такой эластичный шар, который будем постепенно сдувать. И... резервное дыхание использовать не нужно, то есть до последнего выдоха не стоит делать. Просто так, экономно расходуем свой воздух. Женя, привет, которая к нам присоединилась с мамой, наверное. Да, попугаем немножко своих котов, своих соседей. А может быть, у вас отличные стены, и вас никто не услышит. Итак, давайте сейчас повторим еще раз это упражнение. Опять же, для контроля положим ручку на живот. Спину можно зафиксировать, облокотившись на стул или прижавшись к стеночке. И еще раз. Активный выдох. Весь воздух. И вдох резкий, как испуг. Шарик по размеру своего животика возьмем.
Хорошо. Теперь наш голосовой аппарат готов уже к тому, чтобы перейти к пению. Так, сегодня у нас есть наша замечательная пианино, которое я уже обработала антисептиком. Вот. И теперь она совершенно безопасна для того, чтобы помочь мне в следующем упражнении. Споем закрытым ртом. Во рту у нас куполок, ощущение всего очень круглого. Как будто бы ощущение, как будто мы хотели зевать. И закрыли рот. То есть немного не надо очень сильно выпячивать свои губы, не надо очень плоским рот делать, потому что это тоже влияет на звук. Мы возьмем ощущение вот этого зевка. Хотели зевать и закрыли рот. И будем петь закрытым ртом. Ощущайте точки две в животе и в голове. Вот такой столб такого звука, очень глубокого, у нас идет от точки в голове до точки в животе. Постарайтесь почувствовать это. И еще разок. А на этой высоте. Если вы правильно делаете губы и внутри у вас будет немного щекотать, значит, делаете все правильно. Не забывайте о дыхании и запереть. Легкий вдох, как испуг, и запереть его. Немножко напрячь свою область диафрагмы, о которой мы говорили, да? И немножко зажать. И исполнить этот звук с круглым ртом. А здесь? А здесь? Не забывайте, что внутри у нас чувство улыбки. Уголки губ при пении у нас всегда смотрят вверх. Они улыбаются. Вспомните всех, пожалуйста, эстрадных артистов. Вот сейчас очень много времени можно провести в интернете, что-то посмотреть. И я вас призываю посмотреть очень какие-нибудь хорошие концерты каких-нибудь артистов, любых артистов, которые вам нравятся. Ну, как они ведут себя на сцене. Конечно, не рэперов, возможно, но вот, например, звезд мировой величины, певиц, певцов. Посмотрите, как они на сцене себя ведут. Они всегда, да, вот как они работают. То есть вокалисты, певцы, они не просто очень хорошо поют, они еще актеры, они играют, да. Вот задумайтесь над этим, когда вот вы ходите на сцену, что вы тоже актеры и вы играете свою роль. Поэтому призываю вас посмотреть очень хорошие какие-нибудь концерты. Можно добавлять в комментарии, каких исполнителей концерта, возможно, вы хотели бы посмотреть. Я тоже поищу в интернете эти концерты и, может быть, вам тоже что-то посоветую. Поэтому давайте вместе будем развиваться и учиться на примере других. А у нас следующее упражнение. Мы задействуем нашу букву «Р» в нем. Будем подбрасывать ее 3 раза и воспроизводить ее. Но так, как будто мы пролетаем по всем клавишам. А на другой высоте.
Еще. Еще одну. Хорошо. Я надеюсь, что у вас нет неполадок со связью все-таки, и мое изображение к вам все-таки возвращается. Надеюсь, что оно не расползается. Хорошо. Наверное, поэтому я одела сегодня такую яркую кофту, чтобы вам было веселее, чтобы у вас немного поднялось настроение, чтобы внутри у вас было ощущение тепла, ощущение того, что вы дома, что вы защищены. Вот. И я вам этого желаю. Так. А сейчас мы переходим к еще одному упражнению. И чтобы, так сказать, поднять наше настроение, мы с вами немного похохочем. Но, по-моему, по-музыкальному, многие из вас уже знают это упражнение. И мы его сегодня повторим, потому что мы с вами достаточно давно не виделись. С некоторыми виделись на прошлой неделе в Инстаграме, с кем-то и давно уже не виделись, с кем-то виделись на занятиях, но не со всеми, поэтому вспоминаем наше упражнение. Также будет задействована наша с вами диафрагма. Смотрите, первая его часть. Ха-ха-ха-ха-ха. Мы прыгаем по ступенькам. Ха-ха-ха-ха-ха. А во второй части мы представляем себя в роли ведьмочки или ведьмака и хохочем. При этом наш язычок для правильной певческой позиции он упирается в нижние зубки. А уголки губ, как мы помним, недавно мы уже об этом говорили, направлены вверх. И если вы правильно соблюдаете певческую позицию, но это уже на очень высоких нотах, запредельных, да, вот вы можете почувствовать здесь вот такие вот точки даже, да, вот под ухом у вас может раскрыться. Вот это вот действительно правильная певческая позиция. Это очень важно для правильного звука, для правильного формирования нашего музыкального звука. Ну что ж, первая и вторая часть. Первая, напоминаю, мы прыгаем по ступенькам. Вторая часть хохочем. И поднимаемся по ступенькам вверх, по ступенькам вниз. Поехали вместе. Не забываем про нашу диафрагму. Здесь.
посадили коршунов за столом. И еще раз вместе со мной. Прилетели коршуны соколом. Посадили коршунов за столом. Коршуны и соколы. Да, запомнили? Споем вместе, медленно. Прилетели коршуны соколом, посадили коршунов за столом. А здесь прилетели коршуны соколом, посадили коршунов за столом. А здесь прилетели коршуны соколом, посадили коршунов за столом. А здесь прилетели коршуны соколом, посадили коршунов за столом. Чуть-чуть повыше. Ну как? Ваши соседи еще вам не стучат? Поехали. Прилетели коршуны соколом, посадили коршунов за столом. Отлично, брату это нравится. Здорово. Нет, не нравится. Просто читаю ваши комментарии. Рада, что вы присоединяетесь. Очень приятно. Итак, не стучат, да? Отлично. Ко мне тоже никто не стучится. Вот, как вы можете посмотреть. У нас здесь, вот, кто еще не был в арте, очень замечательный класс. Это класс-музей. Здесь очень много интересного, на самом деле. Вот. Не знаю, насколько вам видно. Сейчас я вам покажу. Вот здесь даже есть всякие очень интересные экспонаты, коловороты. Вот очень много инструментов, костюмов. И вообще здесь очень светло, чисто и красиво. Вот и вообще в центре у нас сегодня тоже очень чисто и красиво. И на самом деле здорово. Вот. Правда, омрачает то, что здесь нет вас, потому что с вами было бы намного веселее, но сейчас такое время, и мы должны остаться дома, действительно. Вот. Давайте с вами перейдем к скороговорочке. И сегодня это будет скороговорка «Уштывание, уштывание». Как у вас звучит? Те, кто еще не знает. Уштывание, уштывание, раскудрава голова, раскудра, кудра, кудровая головушка твоя. Уштывание, уштывание, раскудрава голова. Раскудра, кудра, кудровая головушка твоя. И еще раз. Уж ты, Ваня, раскудрава голова. Раскудра, кудра, кудровая
головушка твоя. Со словом кудрава мы немного играем, да, этот слог дублируем. Кудра, кудра, кудравая. Надеюсь, Ваня, который у вас в классе, вам надоел, Милана с Дашей, надеюсь, все-таки вы его все равно любите, и у вас очень дружно в классе. Я на это очень надеюсь. И вы будете рады встретиться со своими одноклассниками после каникул, после того, когда мы все соберемся в гимназии. А мы поем. Уж ты, Ваня, раскудрава голова, раскудра, кудра, кудравая головушка твоя. А здесь? Уж ты, Ваня, раскудрава голова, раскудра, кудра, кудравая головушка твоя. Уж ты, Ваня, раскудрава голова, раскудра, кудра, кудравая головушка твоя. А чуть-чуть быстрее. Уж ты, Ваня, раскудрава голова, раскудра, кудра, кудравая головушка твоя. Здесь. Уж ты, Ваня, раскудрава голова, раскудра, кудра, кудравая головушка твоя. Здесь. Уж ты, Ваня, раскудрава голова, раскудра, кудра, кудравая головушка твоя. Здесь. Уж ты, Ваня, раскудрава голова, раскудра, кудра, кудравая головушка твоя. Еще быстрее. Уж ты, Ваня, раскудрава голова, раскудра, кудра, кудравая головушка твоя. Здесь. Уж ты, Ваня, раскудрава голова, раскудра, кудра, кудравая головушка твоя. Здесь. Уж ты, Ваня, раскудрава голова, раскудра, кудра, кудравая головушка твоя. Здесь. Уж ты, Ваня, раскудрава голова, раскудра, кудра, кудравая головушка твоя. Хорошо. Вот сейчас в вашем рту должно быть очень тепло. Он должен быть уже подготовлен к пению. И сегодня я вам предлагаю немножко размять свой ум. И я в Вайбере продублировала, сбросила слова песни. Она такая лирическая, но тем не менее она очень красивая. Называется она «Церковка». Слова должны быть в Вайбере. Можете сейчас быстренько с другого, может быть, телефона, может быть, с этого же посмотреть их. Если нет такой возможности, будем учить сразу и сейчас. Послушайте.
Я Даша, а я Милана. Я очень рада, что вы присоединились к нашему занятию, девчонки. Ну что, поучим с вами новую песню. Итак, слова такие. «Ана горе» — это у нас песня «Матрешка». Что значит «матрешка»? Потому что строчка, потом она повторяется, потом следом за ней строчка, и она снова повторяется. Вот такая песня, одна из повторялок. Но здесь есть распевы, и поэтому она очень такая непростая. Послушайте. Попробуйте со мной. Ана горе. Распев. Мою манеру пения. Да, у нас опять не забываем дыхание наше и наша улыбка. Дальше слова церковка. Ана горе церковка. Это задание вам узнать, что на церковце такая маковка. На церковце, но у нас смещается ударение. На церковце маковка, на церковце маковка. А мелодия та же. Попробуем. На гнездечко. На маковце гнездечко. Споем. Яєчка. Мелодия также споем. Гнездечко. Споем только эту часть. Гнездечко. Яєчко. И повторим. Гнездечко. Яєчко. Ластовка, на яєчку ластовка. Распев. На яєчку. Повторяем за мной. На яєчку. На яєчку ластовка. Сядить. И строчки у нас уже не повторяются. Мы их не будем повторять, а будем разные говорить. Сядить, яна, высока.
Споем. Сядет яна высоко. Да. А вторая часть будет глядеть яна далеко. Глядеть яна далеко. Глядеть, глядеть. Только споем глядеть. Глядеть, а сядеть. Сядеть, а глядеть. Глядеть и сядеть. Сядеть. А теперь соединим сядеть яна высоко, глядеть яна далеко. Споем. Сядеть яна высоко, глядеть яна далеко. Следующая строчка такая. 9 хлопцев женятся. Женятся. 9 хлопцев женятся. 10 венчается. Венчается. Еще одно задание. Узнать, что значит женится, а что значит венчается. И написать в комментариях. Кто первый напишет, тому маленький подарок. Хорошо. 9. Только 9 споем с распевом. 9. 9. И еще. 9. Да, споем. 9 хлопцев теперь. Хлопцев. Хлопцев. Да. Хлопцев. А теперь 9 хлопцев. 9 хлопцев. Женятся. Женятся. 10 венчается. Споем 10 с распевом. 10. 10. Да, это свадьба, да, верно. В комментариях. А венчание это уже происходит церковцы, про которые мы поем, да? Правильно. Кто написал? Лена. Да. 10 споем еще раз. Сложный распев. 10. Да, наши звуки. Упражнение. Через Г. Теперь попробуем спеть все слово 10 вместе. 10. Венчается. Венчается. Еца. Попробуем сбросить. Это называется сброс. Тоже характерное средство выразительности для народных песен. Еца. Еца. 9 хлопцев женятся. 10 венчается. Соединим. 9 хлопцев женятся. 10 венчается. И дальше очень такая народная мудрость, которая в этой песне зашифрована. Кого любишь, не забудешь. Кого любишь, не забудешь. Эта строчка повторяется 2 раза. Распевы, опять же, здесь у нас есть такие сложные моменты. Кого любишь и кого любишь, да. Кого любишь, не забудешь, не забудешь.
повторяется аж 4 раза. А на горе церковка. Давайте с вами вместе споем. Эта строчка нам уже знакома. Вот такая песня вам в подарок. Очень такая необычная, такая она глубоко философская. Ну что ж, давайте ее споем от начала до конца. Я надеюсь, у многих из вас есть возможность все-таки слова эти открыть перед глазами и посмотреть в них, подсмотреть. У кого нет, подпевайте, что запомнили. Такой наш сегодняшний гимн будет нашего сегодняшнего дня. Давайте споем эту красивую народную песню. Вступление. Надеюсь, вам удалось приобщиться к этой песне. Да, действительно, ее никто не знает, мы ни с кем ее не учили, но слова я сбросила в Viber. Также у вас есть это видео, вы можете еще раз пропеть со мной, и чуть позже я добавлю эту песню, ее можно будет спеть с аудиозаписью
поучить, потому что она достаточно сложная, причем я не знаю, как вы воспринимаете меня, когда я вам объясняю распевы и слова, поэтому призываю вас писать мне в личные сообщения, какие-то ваши комментарии, пожелания, отписываться под этим видео и под постами об онлайн-занятиях, ваши пожелания, предложения. Может, у вас возникнут какие-то идеи не только у взрослых, но и у вас, у детей. Да, я надеюсь, что вы все-таки пробуете, потому что народная песня — это всякие такие вот распевы, всякие необычные голосовые элементы, и их гораздо лучше воспринимать именно копированием манеры певцов. И поэтому у вас есть это видео, у вас есть текст, у вас что-то отложилось в голове, вы можете дома попробовать сами поимпровизировать, потому что народная песня, что такое импровизация? Это создание какого-то музыкального фрагмента здесь и сейчас. И призываю вас, даже если вы не очень запомнили мелодию, вы не нашли, например, это видео, оно удалилось у вас, или песню не удалось прослушать, вы просто напели, что запомнили, и это тоже хорошо в народной песне, это всегда имело место быть. И я думаю, что если вы будете больше экспериментировать, будет развиваться ваше музыкальное мышление, ваша музыкальность внутренняя, и вообще это вам поможет чувствовать себя хорошо, поднять свое настроение. И, конечно же, приобщиться и быть творческим человеком, творческой личностью. Поэтому на сегодня с вами буду прощаться. Берегите себя, берегите своих близких. Надеюсь, у вас дома есть много вкусной еды, и у вас хорошее настроение, вы найдете чем заняться на этих выходных. А я буду присоединяться к вам и писать о новых занятиях, которые будут выходить здесь. Может быть, я буду вести их и не только из Центра Арт по субботам, и в другие дни, а может быть, и еще на моем канале в Ютубе появятся какие-то вокальные занятия, подготовленные специально для вас. Я пока об этом еще только думаю, это творческий замысел такой. Вот, поэтому призываю вас все-таки писать комментарии, писать свои пожелания. И всего вам самого наилучшего. Я очень по вам скучаю. И я надеюсь, мы скоро встретимся с вами на занятиях. До новых встреч!